Проблемой промышленных отходов Наталья Колоколова занимается около 2 лет. Именно она в августе 2014-го обнаружила свалку на территории бывшего завода. В здании находилось непонятно для меня бурлящее озеро. Стоял такой запах, першение какое-то в горле открылось, как будто сожгла гортань. Пробы показали, в отходах содержатся вещества первого класса опасности – бифенилы, которые разрушают иммунитет человека. Экологи заявляют, одного анализа для оформления документов на утилизацию мало, нужны тщательные дорогостоящие исследования. Пока мы эти отходы сверху не уберем, мы не можем понять, что там внутри. Там еще, может, еще более опасные отходы. Ни один из специалистов не решается назвать точную сумму, необходимую для утилизации. Речь идет о десятках, а то и сотнях миллионов рублей. Именно поэтому местные власти решили обратиться за помощью. А сумма для утилизации колоссальная. Поэтому администрации было направлено письмо на имя губернатора с просьбой оказать содействие и выделить деньги на утилизацию данных отходов с объекта. По решению суда содержимое ангаров велели утилизировать собственникам зданий, что и сделал один из владельцев. Однако собственник второго ангара, где лежит основная масса ядовитых отходов, не подчинился судебному решению и продал цех вместе с содержимым за ничтожную сумму – 70 тысяч рублей. В управлении Федеральной службы безопасности нашей комиссии было направлено письмо о проведении правовой оценки той сделки, которая произошла при продаже здания. Мы считаем, что это чистый уход от ответственности собственника. Пока поиски денежных средств и судебные тяжбы с бывшим собственником продолжаются, тонны отходов остаются на старом месте. Андрей Горелов, Владислав Климов. Для настоящего времени.